Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе «Испытание тишиной. Кто поможет украинским солдатам преодолеть шок от мирной жизни?». Евросоюз продлил действие санкций против России. В Кремле грозят продлить продуктовое эмбарго. Надежда калининградских рыбаков на возрождение промысла упирается в бюрократию и плохую экологию. Начинаем, как обычно, с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Донбасс. На линии разграничения не прекращаются бои. По сообщению Генштаба, за последние сутки силы непризнанных ДНР, ЛНР как минимум 85 раз обстреливали позиции украинской армии и населенные пункты. Все больше жителей Донецка уезжают из города, многие из них в Мариуполь. На подъездах КПП километровые очереди. И происходит это на фоне усиления боевиками обстрелов на Донецком направлении. Боевые действия там ведутся практически круглосуточно. Бои и в Луганской области. У непризнанных республик своя правда. Они, если и ведут огонь, как сообщается, то ответный. Более $2 миллионов на психологическую реабилитацию бойцов, возвращающихся из зоны боевых действий, выделила украинская власть. На первый взгляд сумма большая, но дойдут ли до солдата эти деньги? Это вопрос. Кто на самом деле помогает сегодня бойцам вернуться к мирной, нормальной жизни? Узнавала корреспондент программы «Настоящее время» в Киеве Ирина Любич. Здесь не слышны выстрелы и взрывы. Вместо холодных окопов стены родного дома. Но для многих, кто вернулся с передовой, испытание тишиной оказывается невыносимым, рассказывают врачи Центра психологической реабилитации. Своих пациентов называют красивыми парнями с раненой душой. Начинаются слезы, начинаются страшные рассказы о том, что им снится. На фоне психологических проблем у бойцов обостряются хронические заболевания. Поэтому лечение назначают комплексное. Сначала таблетки и капельницы, потом индивидуальные групповые занятия с психологом, после физиотерапия. Государственной программы психологической реабилитации еще не существует, но на нее уже выделили 50 миллионов гривен. В Министерстве социальной политики говорят, деньги дали слишком поздно. Использовать вот это 50 миллионов мы вряд ли успеем, потому что по факту надания только потом оплачивается услуга. Деньги, если до 31 декабря не использованы, возвращаются куда? Обратно в казначейство, это все знают. И снова за дело берутся волонтеры. Волонтеры водят солдат в театр, кино и на выставки. Говорят, главная проблема – демобилизованные чувствуют себя ненужными. И рассказывают историю одного из бойцов. По возвращению домой он вернулся целым, здоровым, живым. Мама ему сказала, что лучше бы ты не вернулся, я бы хотя бы получила деньги. Временным пристанищем для таких ребят могли бы стать специальные государственные центры психологической реабилитации, но их еще не открыли. Пока бойцам предлагают обращаться в госпитали для ветеранов войны. Таких в Украине 29. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. Ну а тем временем в Донецке проходит эвакуация. Жителям Октябрьского района предлагают переехать в другой, более спокойный район города. Октябрьский под постоянным перекрестным обстрелом. Эвакуация – это ответ на недавний стихийный митинг местных жителей у здания бывшей обладминистрации. Люди требовали, напомню, переселения или прекращения боевых действий. На территории района практически не осталось ни одного целого многоквартирного дома. Ну, все разбито, все. Просто очень и очень тяжело тут жить. Просто нервы на пределе бывают. До того страшно все. Ужас. И мы слышим, как такое глухое, то еще ладно. А это просто такое тяжелое. Вот такое, вот тут воронка у нас вот такенная была. Однако многие по-прежнему остаются в своих квартирах. Кто-то опасается, что уцелевшее имущество будет разграблено, а кто-то не может оставить родственников. Здесь нас бомбят до безбожия. А вы здесь с кем остались? Родненькая, с мамой. Вот я иду к ней в больницу. Я ее не могу бросить. Она у меня как ребенок, понимаете? Ребенок грудной. Я не могу ее кинуть. В Октябрьском районе Донецка уже более полугода нет электричества. Сейчас там отключили и газ. Восстанавливать коммуникации нынешние так называемые власти отказываются, ссылаются на непрерывные обстрелы. Это «Настоящее время». И далее у нас эфир из США. Взгляд из Вашингтона на события в Украине. Наташа, пожалуйста. Да, Сергей. В первый год своего президентства Петр Порошенко имел дело с сепаратистами, которых поддерживает Россия, с нестабильной экономикой и с коррупцией на всех уровнях власти. Как глава Украины справляется с этим, выяснял Даниил Шерф.
Политолог Алексей Харан говорит, что Петр Порошенко на правильном пути. Он многое сделал, однако темпы реформ несопоставимы с масштабами стоящих перед страной вызовов. За время правления Порошенко в конфликте на востоке страны погибли более 6 тысяч человек. Украина изо всех сил пытается не допустить дефолта экономики и ограничить влияние олигархов. Несмотря на все трудности, нация старается сохранить единство, говорит киевлянин. Слава Богу, мы сильные, нам удалось выжить, и мы продолжаем защищать себя от российских агрессоров. Однако за это нужно благодарить обычных украинцев, не власти. Может быть, все у нас получилось именно вопреки властям. Петр Порошенко занял пост руководителя украинского государства в очень тяжелые времена, напоминает адвокат из Киева Ирина. Пускай немного наша власть отойдет от создания и развития своего собственного бизнеса и как-то позаботиться о людях, о местах работы, опять-таки, о продуктах питания, на цены. Реформы проводятся, утверждает пресс-секретарь президента Украины Ростислав Павленко. Уже в следующем году станут заметны улучшения к лучшему, как, например, с теми программами, которые уже запущены. Идут реформа судебной системы, борьба с коррупцией, экономические реформы. Успешное развитие Украины – ключ к возвращению востока страны, жители которого испытывают проблемы с продовольствием и высокими ценами. Если Порошенко удастся добиться появления в Украине европейских стандартов благосостояния, уменьшится число тех, кто связывает свое будущее с Россией. Евросоюз продлил экономические санкции против России. Ограничения будут действовать до 31 января 2016 года. Подробности у коллег в Праге. Так и есть, Наташа. Консенсуса между странами-членами ЕС удается достичь на Медне на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза. Политическое же решение поддержать санкции, пока не будет полностью выполнен мирный план по Украине, было принято еще в марте. Под ограничения попадают российские банки, оборонный сектор и энергетические. Ряду российских компаний по-прежнему ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Экономическим санкциям против России быть, как минимум, еще до 31 января следующего года. Без дискуссий и видимых противоречий министры иностранных дел стран ЕС приняли такое решение на встрече в Люксембурге. Однако решение о продлении санкций далось европейским политикам все-таки не так уж и просто. На встрече мы подтвердим продление санкций против России. Это вопрос, относительно которого у нас не было уверенности еще несколько недель назад. Теперь он закрыт. Среди стран, наиболее мягко настроенных в отношении России, аналитики традиционно называют Италию. Глава итальянского МИДа уверял, что его страна придерживается общей линии Европейского Союза. Будущее санкций будет определено тем, что будет происходить в следующие 6-7 месяцев. Брюссельские аналитики отмечают важность подобного решения Европейского Союза. Для России это сигнал, что ЕС способен уберечься от внутреннего раскола и не поддаваться влиянию России. Эксперты также констатируют, что существуют предпосылки и для усиления санкций. Если бы санкции не продолжили, то, учитывая то, что происходит в зоне конфликта на востоке Украины, ЕС потерял бы любое доверие. Но если взять во внимание невыполнение минских договоренностей, что напрямую связано с санкциями, то стоило бы говорить об их усилении. Однако ЕС не имеет сегодня политической воли усилить ограничительные меры против России, добавляет эксперт. Жанна Беспечук, Сабина Пухка, Радио Свобода, Брюссель, для настоящего времени. Ну и вот позиция другой стороны. Москва, как подчеркивает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, считает ЕС санкции необоснованными и незаконными. Премьер-министр России Дмитрий Медведев просит своего заместителя подготовить предложение о введении ответных симметричных мер. При этом МИД России выражает разочарование тем, что в ЕС, цитата, возобладало русофобское лобби. Ну а тот факт, что санкции продлили как раз в годовщину нападения фашистской Германии на СССР, министерство называет циничным. Ну и теперь в Хакасию, в столицу республики, город Абакан. Это история о молодой семье Питерцевых, которая учится жить в кризисное время. Доходы их за последний год не упали, но цены в стране выросли так, что теперь молодым родителям едва хватает на самое необходимое. Рецепт выживания у Питерцевых прост: свой огород, малобюджетная продуктовая корзина, и о путешествиях, а также активном отдыхе речи даже не идет. Корреспондент «Радио Свобода» Валерия Остроумова. Сейчас мы находимся в моей школе английского языка, кабинет номер 1. Заходите, здесь кабинет номер 2.
Кабинеты небольшие, учеников у нас немного, сейчас они все на каникулах, у нас лето. О частной школе Алиса Питерцева мечтала больше 5 лет. 2 года назад сбылось. Свое дело потребовало больших вложений, признается девушка. Поначалу экономила на том, что сама преподавала. Но школа быстро заработала хорошее имя, и учеников стало в разы больше. Алиса наняла педагогов, арендовала дополнительные классы. Казалось, бизнес пошел в гору, но кризис внес свои коррективы. Конечно, есть недовольные родители, которые говорят, вот опять повышаем, в связи с чем повышение. Я говорю, в связи с тем, что растет аренда. В итоге ожидаемого роста чистых доходов не произошло. На руки молодой предприниматель получает 10-15% чистой выручки. Как правило, это не больше 30 тысяч в месяц. Учитывая, что в семье появился ребенок, денег едва хватает лишь на самое необходимое. Сейчас Алисе с мужем экономить приходится на всем. Колбасы стали проще. Если честно, выпечка теперь мною лично печется дома, потому что все это стоит дорого. Соусы мы теперь не берем, различные вкусные. Обычный кетчуп, майонез. Все, больше ничего. Крупы. Перешли на крупы. Спасает семью то, что есть свое жилье, родительский частный дом и свободные сотки земли. Некогда казавшийся досуг пенсионеров огород теперь способ выживания для молодой семьи. Своя картошка и вкуснее, и выгоднее. Экономия в зарплате. То есть, как бы без огорода намного сложнее было бы жить. Как бы, скажем так, 30% точно бюджета экономится за счет огорода. Валерий Питерцев работает в частной ферме. Его зарплаты и денег от бизнеса жены семье на жизнь хватает. Правда, впритык. Ни о каких дополнительных расходах или покупке квартиры или машины речи сейчас не идет. Уже сколько лет стабильность. Валерия Остроумова специально для Радио Свобода, Абакан. Это «Настоящее время». Продолжаем. Далее у нас вновь включение из Вашингтона. Экономический спад в России отражается не только на простых гражданах и их покупательской способности, но и на больших компаниях страны. Они все чаще вынуждены экономить, замораживать зарплату своим сотрудникам на фоне роста цен. Это влияет и на репутационные рейтинги корпораций, причем рейтинги международные. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, ни одна российская компания не вошла в первую сотню рейтинга Financial Times по рыночной капитализации. В этом году ее покинул, в частности, «Газпром», занимавший в 2014-м 83-е место. В этом году он оказался на 170-й строчке. Тем не менее, министр экономического развития России Алексей Уликаев считает, что страна адаптировалась к западным санкциям и предупредил, что в случае их сохранения Москва продлит действие продуктового эмбарго. Но это, разумеется, не тот ответ, на который рассчитывают на Западе. Там по-прежнему надеются на изменение политики Кремля в отношении Украины. Об этом говорил сегодня в Берлине глава Пентагона Эштон Картер. Но в России в результате эмбарго выросли цены на становящиеся дефицитными импортные мясо и сыр. И этим воспользовались местные предприниматели. Один итальянский магазин в Москве придумал довольно остроумную рекламу в духе политической напряженности. Видеореклама итальянского магазина деликатесов «Дон Джулия Солумерия» с юмором обыгрывает тему российского торгового эмбарго против западных продуктов. Специальная визуальная технология распознает форму полицейских, когда те приближаются к рекламному щиту, и меняет картинку с запрещенными итальянскими деликатесами. Запрет распространяется только на новый импорт, но не на уже имеющиеся запасы продуктов, которые владелец магазина Джулио Зомпи увеличил до максимума. Он также расширил проект, который позволяет полностью избежать запрета на импорт. После эмбарго, хотя мы начали даже немного раньше, мы увеличили производство итальянских продуктов, сделанных в России итальянцами. Мы даже придумали небольшой логотип, на котором написано «Сделано итальянцами в России». И уже начали производить сыр и некоторые мясные продукты. Благодаря ослаблению ограничений на продажу сыра, не содержащего лактозы, сейчас в магазине практически полный ассортимент товаров. Пармиджано Reggiano и Грана Падано, которые иногда не найти в таком маленьком магазине, теперь без лактозы. Теперь их начали импортировать. Так что теперь у нас есть все, что нам нужно, кроме салями. Российский производитель сыра Данил Соколов готов поспорить с этим утверждением. Европейский производитель приехал бы ко мне на ферму и попробовал его здесь, а потом он сказал бы то или не то. Не пробуя, допустим, апельсины, и говорит, что апельсины это невкусно, и
говорить, не пробуя то, что вообще есть, да, как можно вообще судить, если ты его не пробовал? Соколов владеет компанией с забавным названием «Коза Ностра», построенным на игре слов, первое из которых, конечно же, означает «домашнее животное». Он рассказывает, что спрос на его козий сыр резко повысился, благодаря чему он впервые за 5 лет достиг уровня безубыточности. Если санкции продлят, а мы хотим, чтобы их продлили, так еще лет, наверное, 10, чтобы просто закрыли рынок и развивали наш внутренний агробизнес, нашего внутреннего производителя, на нас это повлияет очень хорошо. По его словам, если запрет отменят слишком быстро, он не сможет конкурировать с менее дорогими европейскими сырами. А пока итальянские рестораны в России полагаются на местных производителей, чтобы компенсировать недостаток импортной продукции. В Молдове местные выборы, впереди второй тур. Коллеги в Праге, эфир снова ваш. Да, предвыборная кампания продолжается. Самая серьезная борьба разворачивается в Кишиневе. И, судя по результатам социологического исследования, в столице достаточно сильны пророссийские настроения. Также, отмечу, велико число тех, кто не собирается вновь идти на избирательные участки. Дарья Кудрявцева. Предвыборная кампания в Молдове продолжается. Самая серьезная и показательная борьба развернется в Кишиневе. Во второй тур вышли два кандидата. Дарин Китрааки от проевропейской либеральной партии. Наши конкуренты ранены, соответственно, они озлоблены и мобилизуются во втором туре. Мы должны прийти на выборы, чтобы продолжить внедрение европейских проектов. Второй кандидат от пророссийской партии социалистов Зинаида Гречаная. На каждой встрече с избирателями я призывала людей наконец-то проснуться. Я уверена, что во втором туре люди поймут, никто не будет наводить порядок в нашем доме, кроме нас самих. Примечательно, что местные выборы в Молдове проходят на фоне явной политической нестабильности. Премьер-министр Кирилл Габурич, просидевший в кресле чуть менее 3 месяцев, ушел в отставку. Этому решению предшествовал ультиматум спикеру парламента, в котором Габурич потребовал снять с должности ряд чиновников, включая генпрокурора страны и главу Нацбанка. Сразу после этого премьеру напомнили об уголовном деле за его поддельный диплом. Плоды этой политической нестабильности неминуемо ударят по экономике страны. Всемирный банк уже отказался выделять Молдове $45 миллионов, зарезервированных для поддержки бюджета в нынешнем году. Мне очень жалко, я родилась в Молдове, и мне очень жалко, что я не могу здесь остаться и строить свое будущее именно в Кишиневе. Нам нужен референдум и досрочные парламентские выборы, чтобы сменить эту власть. Сменить руководителей всех государственных структур. Они назначают все время своих людей, одних и тех же. Нет стабильности, нет рабочих мест. Этот политический кризис привел к тому, что люди уже не знают, кому верить. Каждый тянет одеяло на себя, но никому нет дела до народа. Второй тур местных выборов в Молдове состоится 28 июня. А новое правительство в стране должны назначить не позднее, чем через 3 месяца после ухода нынешнего Кабмина. Если этого не случится, молдавскому парламенту грозит распуск и досрочные выборы. Дарья Кудрявцева, «Настоящее время». Другие темы. Калининградские рыбаки надеются возродить рыболовецкую славу региона. Но их планы осложняют бюрократия местных чиновников и, как говорят сами рыбаки, непродуманная политика Москвы. В последнее время к этим проблемам добавляется еще и экологическая угроза. Корреспондент программы Юлия Парамонова. Юрий Новожилов рыбачит в Куршском заливе более 40 лет и уже заметил, что рыбы в последнее время здесь стало меньше. Залив грязный, конечно. Вот уже зелень пошла. Залив отравляют сточные воды. Очистные сооружения в городах на побережье не работают. А недавно в канале начали углублять дно в период нереста рыбы. Ущерб от таких работ достигнет 100 миллионов рублей, говорят в рыбоохране. Мы пытаемся, конечно, с этим бороться. Там подключены и представитель президента, и губернатор. Но пока у нас это все в фазе, так скажем, административного делопроизводства. Пока длится бумажная волокита, рыба гибнет. Но к бюрократии рыбаки уже привыкли. Только на ветсправки и анализы в рыбколхозах тратят десятки тысяч рублей в месяц. Рыбак должен заниматься добычей рыбы. Переработчик перерабатывать ее. Ну а на нас же сейчас в настоящее время повесили
около 27 проверяющих на одного рыбака. По словам рыбаков, общую ситуацию осложнит и закон о рыболовстве. Его примут в Москве осенью. После этого многие промысловики могут лишиться работы, в том случае, если, например, будет увеличен порог освоения квот до 70%. Если вы в течение 2 лет не выловите 70% квоты, значит, вы будете лишены этой квоты. Закон не учитывает местную специфику, говорит Ткаченко. В прошлом году его рыбколхоз чуть не потерял квоты на корюшку. Вылов не удался, но не по вине рыбаков, а из-за того, что залив был покрыт льдом. В Калининграде надеются на помощь Москвы, и в том числе в вопросе увеличения квот на кильку. После того, как в России запретили ввоз прибалтийских шпрот, ставку сделали на калининградские компании. Но чтобы накормить страну, квоту нужно увеличивать уже сейчас. И этот вопрос тоже в ведении федерального центра. Юлия Парамонова, «Настоящее время», Калининград. И далее вновь эфир из Вашингтона. Наташа, продолжайте. Да, как показал сюжет из Калининграда, наш мир сталкивается с серьезными проблемами. К экологии можно добавить бедность, неравенство, климатические изменения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что решением является устойчивое развитие человечества, которое будет обсуждаться на сентябрьском саммите ООН. Наш репортаж об инвесторах нового типа, поколения 2000-х, которые, возможно, поведут мир в более положительном направлении. Материал Елы Ди Франчески. В основе многих проблем, считают эксперты, наша перенаселенная планета. На Земле живут более 7 миллиардов человек. К 2040 году нас станет 9 миллиардов. Это значит, что потребности в воде, продуктах питания, жилье, энергоресурсах, медицинских услугах, образовании и безопасности будут расти. Сравнивая темпы роста мировой экономики и темпы роста населения, можно сделать вывод, что природных ресурсов может не хватить, что приведет к разрушению хрупких экосистем, говорит Джеффри Сакс, основатель Института Земли при Колумбийском университете. Это обходится примерно в $13 тысяч на человека, или 100 триллионов в целом, что оказывает беспрецедентное давление на планету. Социальная интеграция не налажена как в богатых, так и в бедных странах. В США существует огромное неравенство, а многие жители бедных стран ежедневно ведут борьбу за выживание. Выход в устойчивом развитии, говорит Сакс. Этот подход сочетает 3 сложные системы – мировую экономику, глобальное общество и природную среду. Специализированное подразделение банка Морган Стэнли, Институт устойчивого инвестирования, занимается проектами, которые не разрушают окружающую среду. Директор института Одри Чой говорит, что поколение 2000-х предлагает новые решения. Представители этого поколения имеют более целостное представление о жизни. Они хотят совмещать свои ценности и инвестиции. Люди, появившиеся на свет в промежутке между 1980 и 2000 годами, представляют собой самый быстро растущий сегмент среди обеспеченных людей. Но они не забывают и о нематериальных благах. 97% из них самостоятельно заработали свои состояния, 97% занимаются благотворительностью. Они граждане мира, постоянно путешествуют по миру как по делам, так и для удовольствия. Люди этого поколения в 3 раза более вероятнее выберут работодателя на основе его послужного списка в сферах экологии и социальной ответственности. Они в 2 раза чаще проверяют упаковки товаров, оценивая, насколько вредит производство окружающей среде. Их образ жизни влияет на их бизнес-решения. Они, скорее всего, не будут вкладывать средства в проект, если их не устроит экологическая политика той или иной компании. Чой предупреждает о больших изменениях в бизнес-сообществе. Люди из поколения 2000-х хотят качественно улучшить не только себя, но и мир. В президентскую гонку в США вступили уже 4 демократа и дюжина кандидатов-республиканцев. В лагере республиканцев, как обычно, в период праймериз пытаются прежде всего вызвать энтузиазм консервативных избирателей, подчеркивая традиционные ценности. На Вашингтонском съезде республиканцев побывал Вадим Оленичев. Конференция республиканских лидеров под названием «Вера и свобода. Дорога к большинству» совпала по времени с массовым убийством прихожан в церкви Чарльстона. Неудивительно, что тень этой трагедии присутствовала в выступлениях всех ораторов. Однако многим из них преступление в штате Южная Каролина помогло на более личном уровне донести до аудитории призыв к единению и возрождению идей американского консерватизма. Наверное, поэтому слово «Бог» чаще всего употреблялось выступающими. Убийца застрелил людей, молящихся в церкви и читающих Библию. Более ужасающее преступление трудно себе представить. Вся страна в шоке.
Я говорю это не только как губернатор, но и как отец. Я хочу, чтобы мои дети чувствовали себя в безопасности и без страха могли ходить в церковь. Да, в мире есть зло, но есть и всемогущий Бог, и сейчас настало время для молитвы. Действительно, губернатор Луизианы Бобби Джиндал начал свое выступление с молитвы, произнесенной вслух. Однако говорили не только о том, что произошло в Чарльстоне. Почти каждый оратор не обошелся без сатирических выпадов против демократов и лично президента Барака Обамы. Кое-кто одарил своим вниманием бывшую первую леди, сказав, что самое главное для республиканцев – не позволить Хиллари Клинтон провести еще хотя бы одну ночь в Белом доме. Коллега губернатора Луизианы Джон Кэссик из штата Огайо намерен сообщить о вступлении в президентскую гонку уже на днях. По его утверждению, консервативные ценности не означают закостенелость политических взглядов. Наоборот, они означают пробуждение в людях их лучших качеств и использование этих качеств для улучшения жизни вокруг нас. Нет ничего негативного в противостоянии обстоятельствам, считает губернатор Кэссик. Чем больше люди с ними борются, тем скорее они растут духовно, и тем сильнее они становятся как народ. Не разобщать людей, дать людям надежду, объединить, помочь каждому. Такова, как мне кажется, формула для того, чтобы укрепить прекрасные и дорогие нам Соединенные Штаты Америки, когда каждый из нас стремится к чему-то высшему. Мы все вместе становимся частью прекрасной, замечательной нации. Джон Кэссик еще не стал официальным кандидатом, а вот Рик Санторум уже считается одним из фаворитов республиканской партии. Бывший сенатор от штата Пенсильвания и отец 7 детей сразу повел атаку на демократов, довольно резко заявив, что их партия только плодит иждивенцев, в то время как главой Белого дома должен стать представитель партии работающих американцев, то есть республиканец. В целом же посыл республиканских лидеров таков, что если и следует бороться, то надо это делать не против чего-либо, а за что-нибудь. И в данном случае что-нибудь – это американский средний класс. Тем, кто утверждает, что богатые в Соединенных Штатах становятся богаче, а бедные беднее, республиканцы указывают на то, что увеличение богатства по определению не может увеличивать число бедных. Мы хотим, чтобы те, кто работает, перестали, наконец, жить в бедности, говорят американские консерваторы. Встреча лидеров республиканской партии в Вашингтоне должна была продлиться еще какое-то время и была в самом разгаре, когда вдруг неожиданно всем объявили, что существует угроза безопасности, и всех присутствующих попросили покинуть зал заседаний. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И от политики к благотворительности. Сестра инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, Дорис Баффет, пожертвовала $1 миллион НКО, которые занимаются борьбой с бездомностью среди психически больных людей. Наша съемочная группа посетила городок в штате Вирджиния, где бездомные обретают надежду, крышу над головой и необходимую помощь. Позвольте представить Дорис Баффет. Она живет в небольшом городке Фредериксбург в штате Вирджиния. Дорис пожертвовала благотворительным организациям более $100 миллионов. Ее новый дар в размере $1 миллиона поступил в распоряжение местной НКО, которая помогает бездомным людям, страдающим расстройством психики. Вики Шеврет и ее брат Джерри Гримсли – одни из 20 человек, получивших ключи от дома благодаря Дорис Баффет. Они сегодня помнят тот морозный день в январе 2015 года, когда в последний раз, свернув свои палатки, впервые за 3 года вошли в дом. Я не могла поверить своим глазам. Там было тепло. Там были стены. Да, там было тепло. Нам больше не нужно было беспокоиться из-за снега, дождей или уличных потопов, после которых нам приходилось откачивать воду перед палатками. Глава НКО Майка Министрис, помогающий бездомным, Меган Коттер, организовала покупку 7 так называемых домов Баффетов. Чтобы жить в одном из них, участники программы должны либо платить $300 за аренду, либо работать волонтерами с тем, чтобы возместить стоимость проживания в доме. Мы не просто даем крышу над головой и оказываем поддержку. Мы дарим бывшим бездомным стимул к работе на благо общества. И для очень многих из них это является важным аспектом новой жизни. Пожертвования Дорис Баффет помогли НКО Майка Министрис за последние 5 лет сократить число бездомных Фредериксбурга на 58%. Филантроп говорит, что она очень довольна проектом и не планирует останавливать начатую работу. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Сергей, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.